о котором мы расскажем подробно. Пришло новое время. Миссия выполнима. Время думать. Время видеть. Время действовать. Просто как все гениальное. Информационно-аналитическая программа «7 дней». Программа действий. Давайте посмотрим. Каждое воскресенье в 19:00. В детстве каждый выбирает свою дорогу жизни. И именно от этого выбора во многом зависит судьба человека. Главное – стать на правильный и безопасный путь. Каждый день судьба подает тебе знаки, благодаря которым ты двигаешься в правильном направлении. И однажды они обязательно полностью изменят твое будущее. Порой кажется, что жизнь – это череда белых и черных полос. Но это всего лишь набросок. Ведь каждый способен раскрасить жизнь по-своему. Твоя судьба зависит только от твоих решений, и принимая их, не стоит торопиться. Просто знай, что впереди обязательно загорится зеленый свет. Наша жизнь не стоит на месте, заставляя двигаться только вперед. Но цена одной ошибки может быть очень высока, если вовремя не сбавить обороты. Иногда жизнь ограничивает тебя, ставит в определенные рамки. Но все это только ради того, чтобы сделать твой путь безопасным. Каждый новый день – это движение, во время которого порой легко запутаться и потерять свой ориентир. Но звезды прольют свет на твой путь и сделают его комфортным. Судьба дарит нам множество направлений. Выбор за тобой. Ведь у тебя всегда есть возможность изменить свой курс и продолжить путь по дороге под названием «Жизнь». Добрый вечер. И ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сегодня во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Эту дату в 1992 году объявила Организация Объединенных Наций для того, чтобы привлечь внимание широкой общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья и защитить права инвалидов во всех сферах жизни. Традиционно в Татарстане с 1 декабря стартует декада инвалидов. Поэтому сегодня нам есть о чем поговорить. Мне кажется, вообще это тема, о которой можно говорить и нужно говорить, наверное, ежедневно. Итак, инвалидность. Как преодолеть барьеры и какие барьеры сегодня есть. Разобраться мне помогут наши эксперты, замечательные. Все они первый раз в нашей студии. Сегодня их очень рада видеть и приветствовать. Ляля Зариповна Галина,
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе городской поликлиники номер 20 города Казани. Добрый вечер. Далия Ильгизовна Гайнанова, депутат Казанской городской думы, учредитель некоммерческой организации «Все для детей». Рада видеть. С нами вместе, ее еще называют фея по-другому, я все-таки ее представлю по-настоящему, Регина Рафаэлевна Иванова, руководитель благотворительного отдела мечети Имам Нура. Так, с нами сегодня Марат Рафаэльевич Кадыров, председатель общества инвалидов Кировского района Казани, общественный эксперт по доступной среде, помощник депутата Казгордумы. Здравствуйте. Наталья Николаевна Трифонова, директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель». Здравствуйте. Добрый вечер. И Регина Рустамовна Садыкова, юрист, мама, которая тоже сегодня будет поднимать достаточно острые проблемы, которые сегодня существуют. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554-56-10. Можно звонить и задавать свои вопросы нашим экспертам или поднимать свои проблемы, с которыми вы столкнулись. Эксперты могут работать с кнопками на пультах ваших. Красный категорически не согласен, зеленый согласен. Начнем, наверное, мы с социального вопроса. Опубликовали в начале этой недели в социальной сети ВКонтакте группы ТНВ и задали вопрос, вот какая проблема сегодня главная у инвалидов. Маленькая пенсия, так ответили 29% проголосовавших, 33% респондентов сказали, что это невозможность трудоустроиться. 38%, максимальное количество, посчитали, что это главное, это проблема с медицинской помощью и лекарствами. Зрители также могут включиться в наше интерактивное голосование. Итоги подведем в конце программы. Действительно, трудная тема сегодня. Не говорить невозможно. Проживает в Татарстане 275 тысяч инвалидов, что составляет 7% от общего числа жителей. При этом число взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья снижается, то вот количество детей-инвалидов увеличивается. На сегодняшний день 16 тысяч малышей по Татарстану. У каждого своя непростая история, но все-таки для начала хочу всем экспертам задать вот один вопрос. На ваш взгляд, сегодня какие самые сложные проблемы, основные проблемы существуют у людей с ограниченными возможностями? Кто возьмет на себя? Далия? Передвижение, мне кажется, с пункта А до пункта Б. То есть у нас сейчас доступная среда, но вот это больше Марата, как бы у нас совместный такой вопрос с ним. Мы на самом деле сейчас обследуем доступную среду очень так тщательно, составляем мы целую табличку, чтобы там по всем нозологиям делим, чтобы люди с ограниченными возможностями могли посмотреть в Яндекс или в Дубльгисе, что если они туда пойдут и с чем они столкнутся. Готовы ли там, допустим, та же самая поликлиника их встретить, либо этот спортзал готов, он или не готов, и для какой группы он готов. Но опять-таки, если локально делать доступную среду на спортобъект или в ДК, это одна проблема. Но иногда, порой мы не можем даже из квартиры выбраться, чтобы от пункта А до пункта Б добраться. Вот это сейчас очень актуальная проблема, в которой мы разбираемся. Марат Рафаэльевич, просто казалось, что доступная среда, лет еще 15-17 назад была такая... В числе актуальных были разработаны целые программы и так далее. Вот мы сейчас 2021 год, завершение. Что мы видим, что изменилось? Вот 10 лет назад хотя бы и сегодня. Вообще процесс подвижки есть какие-то? После окончания универсиады, конечно, федеральное обеспечение на местах, конечно, пошло на убыль. И видно, что и объекты, которые были подготовлены к этой дате, к этим мероприятиям, уже приходят в негодность или вносятся новые требования, нормативы, и поэтому я считаю, что доступную среду надо возобновлять, более на активном уровне воплощать. Но самое главное, я хочу сказать, вот как Далия сказала, что из пункта А в пункт Б, это самый главный человек. Во многом случаях те, кто ограничен передвижением, находятся не только на первых этажах. Есть люди, которые живут в хрущевках на 5-х, 4-х, 3-х этажах, и они практически не могут выйти в свет. И поэтому у нас, и я в администрации являюсь инспектором по доступности среды Кировского Московского района и председателем общества инвалидов, и сейчас я являюсь помощником депутата Малики Рафкатовны Гельмадиновой. Мы неоднократно писали письмо, нет ли такой возможности и начать такую программу. Вот когда дом закладывается на первоначальном уровне, сумма квартиры для закупки муниципалитетом, она стоит в разы дешевле, чем потом закупать для инвалида, для улучшения его жилищных условий новую квартиру. А взамен инвалид, который переезжает в это адаптированное, улучшенное жилье, в новых домах, он в вторичный фонд уже отдает свою квартиру. Понимаете, вот потому что был такой беспрецедентный случай на Айдаров 25.
Был шикарный дом построен, где практически инвалид втаскивается прямо с улицы, прямо в подъезд. И представляете, в этом доме ни одного инвалида нет. И понимаете, я считаю, что надо создать единый реестр по городу нуждающихся инвалидов, которые требуются по переселению и улучшению жилищных условий. Хорошо, Марат Рафович, подробнее потом по доступной среде проговорим. Но если в целом на вот такую оценку по 10-бальной шкале, сегодня доступная среда, насколько доступная? 4 балла. 4 балла, то есть так, даже до 50 не дошли. Регина, на ваш взгляд, основная проблема сегодня какая? На мой взгляд, с точки зрения мамы ребенка с диабетом, могу оценивать ситуацию, на мой взгляд, сегодня возникают все чаще вопросы по поводу обеспечения детей мониторингами, непрерывными мониторингами сахара, крови, а также лекарственным обеспечением в том плане, что определенные узкие специалисты назначают ряд лекарств, допустим, да, при этом, обращаясь в поликлинике, родители очень часто получают отказ в том плане, что ссылаются якобы на то, что данный перечень лекарств не входит в бюджет, и поэтому родители должны эти лекарства приобретать за собственный счет. Вот такой вопрос очень часто возникает, на который родители не знают однозначного ответа. Да? То есть должны ли родители детей-инвалидов, имеют ли право, точнее, да, получать данные лекарства за счет бюджета, либо действительно эти лекарства не входят в перечень, установленный государством. Вот такие вопросы очень острые в плане сферы диабетиков. Хорошо, это тоже мы обсудим чуть детальнее. Уже у нас снимали сюжет на эту тему, более подробно обсудим. Наталья Николаевна, на ваш взгляд? Ну, на самом деле, дети или взрослые с инвалидностью, это все-таки очень неоднородная, да, категория. Например, дети – это одно, у них одни проблемы, у взрослых будут другие проблемы. По детям-инвалидам тоже такая ситуация, что у ребенка с ДЦП это, наверное, остались памперсы, хотя очень много сделано, и мамы благодарны, что теперь они имеют их по 5 штук в день. Да? Ну, еще 2 года назад это было просто и вы разрывались телефоны. отлично решили, прям здорово. Качество оставляет желать лучшего, а так все прекрасно. Скажем, если мы будем говорить о детях с аутизмом, с той категорией, с которой больше всего мы работаем, да, то, конечно же, мы будем говорить про инклюзию, про иногда недоступность также детских садов, инклюзию в школе. Если мы будем говорить о детях с проблемами в раннем вмешательстве без инвалидности, то осведомленность, к сожалению, многие мамы не знают. Мы тоже бились и добились, что дети к нам могут попадать в раннем возрасте без инвалидности. То есть до 4 лет, пожалуйста. Почему, кстати, очередь? Потому что мы сейчас уже намного расширили эту аудиторию, да? Но многие мамы, к сожалению, не знают, что мы их берем без инвалидности. И когда они приходят, наконец-то, через много-много лет прошедших, да, они говорят, почему мы не знали. То есть вот информирование, видимо, где-то, этого да? тоже не хватает. А вот сейчас и Регина как раз говорит, тоже не знают пока никому, никуда, никак, что положено и где получить всю эту информацию. Фея Регина, а у вас, как вы считаете, какие основные проблемы? Доступно добрых людей стало мало. Действительно, вот иногда многие могут пройти мимо. И опять же, вот эта неосведомленность, потому что мы именно рассказываем только в декаду инвалидов о людях с ограниченными возможностями. И вот во всем мире называют нас, так скажем, люди с повышенными потребностями, а у нас люди с ограниченными возможностями. То есть разница огромная. Очень хороший, да? Вот да. Это показатель, да, мне кажется, достаточно серьезный, значимый на законодательном уровне в том числе. Лилия Зарипова, на ваш взгляд, чтобы 3 основные или главная основная проблема? Не могу не сказать, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции немножко оказание медицинской помощи изменилось. Вначале мы оказывали только неотложную медицинскую помощь, была немножко ограничена плановая медицинская помощь. Это складывалось как-то на оказание медицинской помощи инвалидам. Да, мы это все поняли. И на сегодняшний день кадровый дефицит в первичном звене медицинских кадров, это сказывается, поэтому при оказании медицинской помощи доступность врачей узких специальностей, вот это немножко есть проблема. Смотрите, конечно. Сколько проблем, 6 экспертов, да, у 6 абсолютно совершенно разные позиции направления. У нас сейчас звонок, я не могу его не дать, хотят помочь. Вот мы говорим, что людей... Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Хисматуллина Миляуша Ильязовна, я являюсь
учредителем благотворительного фонда «Эджит» вознаграждение. И у меня проблема такая, что я хочу помогать детям, инвалидам, воспитывающимся в семьях, и не знаю, как сделать так, чтобы мне открыли информацию об этих детях. Вот кто бы мне помог этот вопрос решить? Хорошо. Спасибо, Илюша Олесов, мы вас услышали. Можем открыть, да? Тут есть сразу несколько экспертов, которые готовы ответить. Да, давайте. Да. Я вчера как раз был на совещании, где были различные службы по Кировскому району. К нам приезжала эта Миляша из фонда «Аджер» с просьбой открыть и получить доступ к спискам. Сами прекрасно понимаете, закон о защите персональных данных. Да. Поэтому с этой все-таки будет проблема. И надо, я считаю, на городском или на республиканском уровне создать единый реестр мам или семей, которые нуждаются в такой помощи, да, но чтобы она была подотчетна не только каким-нибудь НКО или благотворительным фондом, да, но и госструктуры, чтобы обязательно там было подконтрольно, чтобы некие мошенники или всякие нечистые на руку люди не могли воспользоваться, и чтобы инвалид в итоге не оказался на улице или вообще без финансов и чего-либо. Поэтому я считаю, что к этому надо подойти со всей осторожностью и со всеми возможно вытекающими обстоятельствами. Поэтому этот вопрос не одного дня и должен быть, я думаю, решаться. Он назревший, нужный, потому что иногда бывает, и вот мы, общественная организация общественного Кировского района, да, иногда на новогодние праздники нужны бывают дети, да, но соцзащиту выиграть мы не можем, потому что закон о персональных данных не дает нам возможности выдать вам данные родителей мамочек. Поэтому тут надо подходить постепенно, поэтапно и со всеми, как говорится, вытекающими обстоятельствами. Мы продолжим после рекламы, да, не переключайтесь. Вас не слышат? Достучимся? Делаем новости вместе. Между нами только экран. Дисковые бороны «Дукат» — это качественная обработка полей на любом рельефе, в любую погоду, до 500 гектаров за сутки. Спешите за «Дукатом» в компанию «Агрокомпани». Черная пятница в Белке продолжается. Только до 5 декабря скидки до 70% на все шубы из норки, мутона и овечьей шерсти. Белка, Татарстан 7. Приглашаем в буровую компанию водителей категории Е, машинистов автокрана. Вахтовый метод. Заработная плата 117 тысяч рублей в месяц. Бесплатное питание, оплата проезда. Гинекология здоровья семьи – это забота о женском здоровье с детских лет. Опытные гинекологи-эксперты, все виды диагностики и лечения, хирургические операции. Телефон в Казани 204 2 700. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сейчас вот позвонила нам замечательная жительница, которая желает помочь, но нет открытого списка данных детей, кому бы она могла помочь. Вот сейчас мы говорим, Марат Рафаэльевич заявил о том, что необходим единый реестр. Вот тут Наталья Николаевна не согласна, потому что у нас что, все-таки открыты эти данные? Или нет никаких проблем, чтобы открыть? Мы же видим благотворительные фонды, как работают. Нет, конечно, данные закрыты, и это очень сложно, они будут закрытыми, потому что они не нужны людям, которые хотят помочь. Давайте мы вас соединим, приходите, сядете с мамами напротив друг друга и поговорите, пообщайтесь, кому хотите помочь, обращайтесь. Можно я скажу? Да, у нас есть «Добрая Казань». И вот на «Доброй Казани» объединены все фонды и некоммерческие организации. Там они с друг дружкой знакомятся, предлагают свою какую-то помощь, да, и фонды предоставляют просто списки родителей, которые согласны. Персональные данные вообще не стоит давать никому, я считаю, кроме государственных органов. То есть в этой ситуации достаточно прийти в благотворительные фонды, да? Вступить или в государственное учреждение, да, в любое. Встретиться с мамами и все. Встретиться с мамами, узнать, какая помощь необходима, и ее оказать. Я правильно понимаю? В любую администрацию тебя там направят. Но я немножечко тоже столкнулась с этой проблемой, когда я искала таких же, как я. Таких же маленьких. Я создала сообщество в 2019 году. И тоже для меня это стало проблемой. Мне тоже никто не давал. То есть только по сарафанному радио я находила таких людей. То есть чисто сарафанное радио. Сарафанное радио, интернет. Здесь, наверное, какая-то помощь, создание каких-то групп. Социальные сети, то, что здесь помощь. Но все-таки мы понимаем, что вот сейчас звонок в студию у нас есть от мамы ребенка, да,
от мамы взрослого уже ребенка, но в любом случае мама остается мамой. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. У меня дочь Хайрулина Гузель, ей 45 лет, инвалид первой группы. Я сейчас одна осталась, без мужа. Я в мае похоронила мужа. И знаете что? Вот до коронавируса тоже умоляла, просила врачей прийти. Один раз за 45 лет кровь взяли у нее на анализ. Не помогают ничем, медпомощь не оказывают. Я уже одна, без вообще вот заперти сижу. И с этим инвалидом ребенком. Извините, что перебью. Из какого района вы подскажите, пожалуйста? Из какого района вы подскажите? Приволжский район. Приволжский район Казани. Хорошо. Казани. Хайрулина Гузель, 45 лет. Хорошо, спасибо. Я думаю, сейчас, да, все-таки вопрос адресуемый Ляле Зареповной. Опять, либо неосведомлен, все-таки есть программы поддержки, есть программы реабилитации. Куда нужно идти, куда обращаться на данный момент? Что может сейчас женщина, я так понимаю, ухаживает, да, за своей дочерью, не выходя из дома? Что она может делать, куда обратиться? Если пациентка у нас не транспортабельна, будем говорить, да, не может подойти в поликлинику, таких пациентов обслуживаем мы на дому. Для этого необходимо вызов врача на дом сделать. Врач приходит, осматривает. Если это есть участковый терапевт, он берет данного пациента на диспансерное наблюдение. Но иногда получается, что вот, извините, в период ковида у нас вызова обслуживаются неотложным объемом, наверное, вот. Но если до ковида не пришли, необходимо обратиться к администрации, заведующей отделением терапевтическим или заместителю главного врача. Вот столько времени не обслуженным быть и никуда не обращаться, я не понимаю. Хорошо, это мы сейчас говорим о медицинской, да, помощи. Да. В целом, куда может обратиться человек, чтобы понять, что ему полагается, какие программы поддержки, какие программы реабилитации, какие выплаты, какие санаторно-курортные там выезды, куда? Вот в этом у нас как раз такие проблемы. Это информативный вакуум. Вот, я сама мама особенного ребенка и столкнулась с этой проблемой. В 2009 году родила сына. Ну и осталась один на один с ним. Было такое ощущение, что я одна такая в городе. Вот, и совершенно никто мне не подсказал, что у нас есть какие-то больницы, есть какие-то реабилитационные центры. Это было как сарафанное радио. И, к сожалению, пока это так и сохраняется. Люди просто сидят в неведении. Вот, а на самом деле помощь оказывается в самих же фондах за счет грантов, в некоммерческом секторе, да, очень активно участвуют они в поддержке. Но если не рассчитывать все, не скидывать на государство, мы же понимаем, что все государство на себя взять не может. Но мама просто не знает. И вот Алла Берза, дай бог, да, на Доброй Казани, на сайте Доброй Казани, это мы будем распространять как социальную рекламу, и там будет вся информация для всех нозологий. Ну, нозология это, сейчас, чтобы люди понимали, это заболевания разные. То есть есть опорники, есть слепые, есть глухие с разными заболеваниями, чтобы они знали, куда они могут обратиться. Вот сейчас мы собираем вот эту первичку, и все частные, и все государственные учреждения, да, все как бы в одну систему. Это будет один такой телефонный звонок, либо колл-центр, либо какая-то через интернет они смогут посмотреть. То есть вот мы к этому двигаемся, да. Меня просто удивляет, столько лет, мы вроде бы в таком уже давно глобальном мире живем, настолько интернет и так далее, так до сих пор нет каких-то единого, да, куда можно сделать один звонок и понять всю историю. Сейчас я предлагаю поговорить о детях с диагнозом сахарный диабет первого типа. Мы сейчас уже поднимали этот вопрос с Региной. Значит, родители просят обеспечить их прибором непрерывного мониторинга уровня глюкозы. В месяц примерно около 10 тысяч рублей. Значительная сумма для семьи, для любой семьи в этой ситуации. Прибор позволяет при этом 24 часа в сутки контролировать сахар и предотвращать осложнения. Датчики тоже не попали, нет их в федеральный перечень медицинских изделий, которые выдают бесплатно, пока вы с тест-полосками, да, и глюкометрами. Мы за собственные средства. За собственные счет. Ну, а в целом остальные дети, например, это глюкометр. 12-17 раз люди прокалывают палец, чтобы контролировать все необходимые показания. Ряд регионов России нашли средства, чтобы эти датчики получали бесплатно, потому что они появились недавно, как я понимаю, примерно с год назад. У нас Татарстан в этом списке не оказался. Вот фрагмент сюжета предлагаю посмотреть и потом обсудить. Я открываю приложение, то есть нажимаю «Проверить глюкозу», прикладываю к датчику,
и он показывает уровень глюкозы в крови. Что такое сахарный диабет, Раяна узнала 2 года назад. Тогда ей было 11 лет. Сегодня она легко управляется с инсулиновой помпой и по 70 раз в день измеряет глюкозу в крови. Год назад болезненную процедуру прокола пальцев заменили на специальный датчик мониторинга. Он крепится на предплечье, при этом под кожу на 5 миллиметров вводится тонкая игла. При помощи датчика я вижу тенденцию, когда идет сахар, то есть он может показать, медленно вверх идет сахар, быстро вверх, медленно вниз или быстро вниз. И при помощи информации мне намного легче компенсировать диабет. Теперь жить с диабетом Раяне стало легче, а вот семейный бюджет трещит по швам. Одного датчика хватает ровно на 14 дней. В месяц 2 таких мониторинга обходятся семье в 10 тысяч рублей. Их они покупают за свой счет. В федеральный перечень бесплатных медицинских изделий датчики не вошли. Судороги, потеря сознания и даже кома – это последствия, которые могут наступить, если постоянно не измерять уровень сахара в крови. Сегодня в Татарстане диабетом первого типа страдают 1500 детей. Большое количество детей, которые просто нуждаются в этом приборе. Что происходит на данный момент? Как вы сейчас пытаетесь отстаивать или продвигать свое право, возможность на существование детей в нормальной, обычной жизни фактически? Потому что этот прибор им позволяет, в целом, вести абсолютно свободную, в общем-то, жизнь. Да, для начала я бы хотела отметить о том, что кроме вот этих 2 датчиков абсолютно аналогичных, одинаковых в месяц, мы приобретаем расходники на инсулиновую помпу, которую мы устанавливали в Израиле. Это беспроводная инсулиновая помпа, которая не сертифицирована на территории Российской Федерации. И в этой связи мы были готовы к тому, что обслуживание данной помпы будет возлагаться исключительно на плечи нашей семьи, в финансовом плане. То есть таким образом наши расходы, наш бюджет трещит по швам, как сказали в сюжете, не только из-за 10 тысяч рублей, а из-за 35 и более тысяч рублей расходов в месяц. Поскольку я адекватный родитель, как большинство родителей, детей больных хроническими заболеваниями, с инвалидностью и так далее, я желаю для своего ребенка всего самое наилучшее, и, соответственно, я буду прикладывать максимум усилий для того, чтобы облегчить ее жизнь, ее состояние и сохранить ее здоровье на долгие годы до старости, до глубокой. И поэтому, соответственно, здесь не может идти речь о том, что мы будем отказываться в пользу экономии от этих датчиков на руке, непрерывного мониторинга сахара крови, от инсулиновой помпы. Конечно, я сделаю максимум для того, чтобы обеспечить ребенка всем необходимым. И на данном этапе, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что лично я каких-то особенных усилий не прикладываю. То есть большинство родителей, диасообщества действуют абсолютно идентично, то есть совершают абсолютно одинаковые действия, обращаются в различные инстанции, заявляют о своих нуждах, о том, что им необходимо на данном этапе и так далее. Пытаются как-то реализовать свои права, восстановиться в правах, если они нарушены. В том числе и по поводу лекарственного обеспечения очень часто возникают вопросы, на которые на данный момент нет однозначного ответа. И самый острый вопрос – это, конечно, датчики, потому что, допустим, в Москве и Санкт-Петербурге такой инсулиновой помпой, как у нас, пользуется гораздо большее количество людей, детей и взрослых в том числе. Они получают из местного бюджета? Нет, не из местного, точно так же за свой счет. Данная помпа нигде не сертифицирована на территории России. Но в Татарстане очень-очень небольшое количество людей, которые пользуются этой помпой. И поэтому основная сумма расходов большинства, то есть родителей, детей с диабетом первого типа, это как раз-таки эти датчики. То есть не все покупают данную помпу, некоторые устанавливают проводную помпу, ту, которую предоставляет государство. Что, Регин, нужно? На данном этапе всем абсолютно без исключения необходимы эти мониторинги. Куда обращаться? Вы сейчас выяснили, какой путь вам нужно пройти, чтобы вы попали в федеральный список? Мы обращались и в Госсовет, на данном этапе.
представители наших местных властей решают вопрос с федеральным, с властями федерального уровня, да, для того, чтобы они, то есть, выделили бюджет для закупки данных мониторингов. Для этого, чтобы включили федеральный перечень. Для того, чтобы федеральный перечень включили. На данный момент вопрос решается. То есть наши представители органов власти не бездействуют, они идут нам навстречу, предпринимают все необходимые от них действия, да, какие-то меры, переговоры и так далее. Это понятно, что это не быстро, это не может решиться. Но на данный момент пока вопрос не решен, но, как я поняла, вопрос решается на данном этапе. Вообще, насколько, вот пока изучали эту тему, насколько вообще людям открыт для родителей вот этот федеральный перечень лекарств? Откуда люди понимают, что им полагается, что не полагается? Вот вы вообще... Посредством изучения информации в правовой базе исключительно. Никаких дополнительных источников специально для родителей не создано. Я понимаю, почему вы юрист, потому что вам, похоже, пришлось проделать глубочайший путь, чтобы вообще понять, что где полагается и куда идти. Да, как правило, таких знаний у многих нет. Да, очень многие люди, то есть они не знают даже об элементарных каких-то своих правах и, в принципе, не знают, как действовать, поэтому большинство, я даже думаю, в этом случае действуют не до конца, может быть, осознавая, да, смысл своих действий и не понимая, к чему они в итоге придут или не придут, просто, ну, как бы сказать... действуют со всеми сообща некоторые люди, я так думаю. Лично мое мнение, не знаю, могу ошибаться. Что нужно сделать? Перечень необходимых и жизненно важнейших лекарственных препаратов, который вот утверждается распоряжением правительства, да, он есть на сайте любой медицинской организации. Вот он у нас есть, выставлен. Также в поликлинике у нас есть этот перечень, он доступный. Пациенты могут им познакомиться. Кстати, как часто обновляется вообще этот список? Ежегодно в конце года он устанавливается правительством. Как правило, на какие количество препаратов? Я уже это договорю, пожалуйста. Ну, конкретное количество не скажу, на необходимые жизненно важные препараты. То есть обновляются, добавляются новые могут препараты? Добавляться, да. Добавляются. То есть врачи участковые, педиатры, в частности, да, правы в том случае, когда, допустим, говорят, что вот лор там назначил на 5000 рублей, например, да, образно, лечение на месяц и из гормональных препаратов и так далее, из различных, да, суммы там внушительные набегают. Правы ли наши педиатры, когда говорят, что нет, то есть мы не дадим вам рецепт для того, чтобы вы эти лекарства бесплатно получили в аптеке? Вы знаете, в этом случае как определен порядок, тоже нормативным приказом, номер 4, приказ о выдаче, формировании, выдаче, назначении лекарственного препарата, оформлении рецепта. Он единый для врача узкой специальности или для врача-педиатра, для врача-терапевта. Хорошо, мы сейчас уйдем на рекламу. Горячая линия есть какая-то, когда если люди чувствуют, что нарушаются права? Горячая линия в управлении здравоохранения имеется, да. По лекарственному обеспечению. Да, то есть можно, можно жаловаться, да, если что-то происходит. Мы сейчас прерываемся на новости Татарстана, потом продолжим. Не переключайтесь. Belkada to'shtamali jumg'a kuni davom etdi. Boratek 5 dekabrga qadargina shashka, muton ham soriq indan ishlangan borliq tunlarga 70% га qadar toshlama. Belka, Татарстан, урама 7-йыл. Пластическая и эстетическая хирургия здоровья семьи. Все виды пластических операций. Ведущие хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Казань, 204 2 700. Чай JT. Необыкновенный черный чай с высокогорных районов солнечного острова Цейлон. В магазинах вашего города. Беспокоит боль в ногах и неэстетичный вид из-за варикоза? Центр флебологии «Артмед» предлагает современный и безболезненный метод лазерного лечения. Без операций, шрамов и длительной реабилитации. Процедура отличается безопасностью и быстрым результатом. Ждем вас на приеме. АО «Тата Агролизинг» осуществляет продажу новой ИБУ сельхозтехники. Отдел продаж по телефону в Казани 203 8602. Я вообще-то смотрела! Ну, и кто здесь свинья? Уи, HD! Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай!
Масло, шпроты, бутерброд. Очень вкусно целый год. Весь декабрь в Находке консервы шпроты 250 грамм 119,99. Масло крестьянское 89 рублей 99 копеек. Находка. Приятно платить меньше. Срок акций по 31 декабря 2021 года. Подробности у продавцов. 3 декабря – День неизвестного солдата. В этот день, в 1966 году, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и захоронен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 года открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила неизвестного солдата». Справа от мемориала поставлены в ряд урны со священной землей городов-героев. Да не нравлюсь я ему вообще. Если бы нравилось, он бы давно мне об этом сказал. Но это же так просто. Привет. Может, куда-нибудь сходим? А он молчит. Зато Полинкины фотки лайкает. Она мне, короче... В общем, она мне нравится. И что делать? Молчу, как дурак. Она разворачивается и уходит. Детский телефон доверия 8 800 2122. Мы помогаем найти нужные слова. Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Последние тенденции. Мы прививаемся не ради QR-кода. Это факт. Мы прививаемся ради своего здоровья. Что происходит в республике с разными видами заболеваний, узнал Дмитрий Аренин. За использование качественных материалов, интересные архитектурные решения и комплексный подход к благоустройству. Больше будет качественных объектов и общественных, и жилых, тем комфортнее будет жить в нашем городе. В Казани подвели итоги конкурса на лучший объект. Какие здания самые интересные, расскажет Вероника Гайнудинова. В бассейн, невзирая на недуг. Поплыл Саша года 2 или 3 назад. Как прошли соревнования по плаванию для особенных детей, увидел Рамиль Галиулян. Почти 100 метров ткани из Италии и России. Все для национальной премии «Булгар Радиуса». Будет уделено внимание именно национальным традициям. Чем в этом году будут удивлять артисты со сцены, увидела Алия Хайрудинова. Введенные в Татарстане антиковидные ограничения дают свой результат. Впервые за последние 11 недель в республике наметилось снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня заявили в Республиканском Роспотребнадзоре. Вместе с тем специалисты фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Минздрав же Татарстана обеспокоен низким числом ревакцинированных. Повторную прививку сделали всего около 80 тысяч человек. Как будут продлеваться QR-коды переболевших и какие антиковидные правила будут действовать на новогодних праздничных мероприятиях, обо всех тенденциях Дмитрий Аренин. Впервые за последние 11 недель отметили некоторые снижения заболеваемости, снижение недельного темпа прироста на 5,5%. Сегодня в Татарстане выявили 236 новых случаев коронавируса. Свои результаты дают введенные антиковидные ограничения и вакцинация. На сегодня коллективный иммунитет достиг 67%. Снижение, в принципе, обусловлено всеми возрастными группами. Вместе с тем заболеваемость среди лиц старше 60 лет остается на высоком уровне, к сожалению, пока. И здесь мы особой тенденции к снижению не видим. И, безусловно, вот это снижение – это результат совокупности мероприятий. При этом Минздрав Татарстана обеспокоен низкими темпами ревакцинации. Повторную прививку сделали всего около 80 тысяч человек. Поясним, что к 1 апреля в Татарстане вакцинировались более 133 тысяч жителей. К октябрю все они должны были привиться повторно. Будете ревакцинироваться? Через год, как QR-код кончится. Вот есть какое-то убеждение, что ли, у человека. Не хотят идти. Но это неправильно, конечно. По-моему, если логично рассуждать, то самый оптимальный вариант – это делать все по правилам. Тем более у нас колоссальный исторический опыт в этом смысле. А специалистам надо верить. В Минздраве подчеркивают,
Даже при том, что QR-код у переболевших будет продлен с полугода до года, этим людям все равно нужно сделать прививку. Также через полгода после прививки необходима ревакцинация. Мы прививаемся не ради QR-кода. Это факт. Мы прививаемся ради своего здоровья. Прививаться необходимо раз в полгода. Это аксиома. QR-код будет действовать, но еще раз, это очень тоненькая дорожка. Если у меня появляется QR-код, это что значит? Мне вакцинироваться не надо? Это неправильная позиция. Одновременно с вакциной от коронавируса можно сделать прививку от гриппа. Он уже обнаружен в республике. Идет и рост заболеваний ОРВИ. Вирус гриппа циркулирует, и в дальнейшем мы ожидаем также увеличения циркуляции вирусов гриппа. Роспотребнадзор продолжает проверять, как в заведениях торговли и общепита соблюдаются антиковидные меры. Нарушения выявляют на каждом 5-м объекте, штрафуют и приостанавливают работу. Надзорные органы посетили кондитерскую на Серова, куда клиентов пускали без QR-кода. Накануне прошла проверка. По поводу кафе хочу сказать, что QR-коды, наличие QR-кодов прописано еще раз в постановлении правительства республики. На новогодние утренники в детских садах Роспотребнадзор рекомендует пускать только одного родителя с QR-кодом. Лицам старше 60 лет, конечно же, не рекомендуем посещать утренники. Также дети из семьи, если они не посещают эту группу, тоже. И сторонние организаторы не допускаются в детский сад, я имею в виду аниматоров. Примерно через неделю в республике должны определиться, как будут на новогодние праздники работать рестораны. В минувшем году им разрешили принимать посетителей и в ночное время. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня казанское кафе, которое пускает посетителей без проверки QR-кодов, снова посетили полицейские. Владельца заведения на месте не было. У девушки, которая представилась помощником руководителя, взяли объяснительную, почему кафе продолжает работать без проверки QR-кодов у посетителей, то есть вопреки положениям постановления правительства Татарстана. Накануне в это кафе уже приходили с проверкой ряд надзорных органов. Сотрудники Минэкологии составили протокол по статье 20.6 Кодекса об административных правонарушениях. Невыполнение требований, норм и правил по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Материалы должны быть переданы в Вахитовский мировой суд. После сегодняшней проверки будет составлен второй протокол. Он также отправится в суд Фемида и решит, что грозит владельцам кафе: штраф или более жесткая мера. За нарушение антиковидных мер и несоблюдение постановления Кабинета министров Республики Татарстан в отношении индивидуального предпринимателя был составлен административный материал по части 1 статьи 20.6 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Сегодня президент Рустам Минниханов дал поручение премьер-министру Алексею Песошину провести служебные проверки в министерствах по делам молодежи и лесного хозяйства. Накануне стало известно, что в этих ведомствах выявили факты коррупционных нарушений. Так, республиканская экспертная группа по вопросам антикоррупционной политики изучила взаимодействие Минмолодежи с фондом «Салят». Фонд полностью субсидируется из бюджета республики. Ежегодно это порядка 115 миллионов рублей. Внимание правоохранителей привлекли закупленные для проведения форума в Белярске палатки. В ходе проверки выяснилось, их закупочная цена была превышена на 2 миллиона 380 тысяч рублей. Когда мы приехали туда и посмотрели именно вот эти палатки, оказалось, что это вовсе не те палатки, не «Арсенал-30», да, который стоит 119 тысяч рублей. А были палатки более дешевые, да, и фактически подрядчик, который в фонд их поставил, он приобрел их по цене 85 тысяч рублей. Несколько нарушений в части неэффективного использования бюджетных средств было выявлено и в Минлесхозе. Так, в Приволжском лесничестве руководитель создал подконтрольную организацию, которая вырубала лес на его же территории. По словам правоохранителей, налицо конфликт интересов. В Кайбетском лесхозе за счет средств бюджетного учреждения отремонтировали внедорожник премиум-класса. Нарушения были выявлены и в охотхозяйствах. Установлено, что для ряда объектов не пересчитывалась арендная плата. До 2019 года стоимость 1 гектара лесного участка для этих нужд составляла 3 копейки. С 2019 года, если на территории участка находится охотничья база или вольер, плата выросла до 3527 рублей за гектар. А, к примеру, такое крупное охотхозяйство, как Алексеевск-Дорстрой, за 11 тысяч гектаров платило всего 800 рублей в год. Этот проект освоения лесов, он прошел государственную экспертизу. Сотрудники министерства его подписали. Но, тем не менее, с 2019 года за 11 тысяч гектар платили 800 рублей.
А если ставка с 2019 года только по доход хозяйства 3527 рублей за гектар, вы представляете, в какую сумму это может выйти? Это миллионы рублей. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 3 врачей Лениногорской ЦРБ. Это заведующий отделением травматологии, врач-анестезиолог и травматолог. Их обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью пациента и халатности. По версии следствия, пострадавшего доставили с переломом ноги. В итоге он лишился обеих ног, был поражен спинной мозг. Причастность к совершению преступления медики не признали, однако следствием собрано достаточно доказательств и дело направлено в суд. Потерпевший бывший военный прошел Чечню, имеет госнаграды и благодарность президента России. Во время следствия выяснилось, у мужчины нет своего жилья, квартиру снимает с матерью. Руководитель татарстанского следкома Валерий Липский попросил главу Лениногорского района поддержать инвалида. Ему купили квартиру, следком обставил ее мебелью и передал в дар электрическую коляску. Как татарстанские предприниматели отбиваются от уголовного преследования? Что парализует бизнес и почему обыски равносильны погрому? Читайте в интернет-газете «Реальное время». В Татарстане ухудшается погода. Завтра ожидаются мокрый снег, дождь, туман, сильная гололедица, усиление ветра до 18 метров в секунду. Госавтоинспекция просит водителей передвигаться на максимально разрешенной скорости и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Сегодня в России День неизвестного солдата. 3 декабря 1966 года, в канун 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата торжественно захоронили у стен Московского Кремля в память о советских воинах. В Казани их память сегодня почтили в Парке Победы. Цветы к вечному огню возложили члены молодежных патриотических движений, юноармейцы, поисковики, росгвардейцы. Великая Отечественная война, которая прошла, мы должны, уважаемые друзья, ее помнить и передавать из поколения в поколение, потому что она была народная. И мы никогда не забудем тех солдат, которые погибли за нашу Родину. Мы возложили цветы к вечному огню, а также сказали те имена, которые за этот год войсковыми отрядами удалось вписать в историю. Миссия молодежи — помнить эти имена и делать все, чтобы мы знали каждого нашего солдата. Дань уважения, глубокий почет. Мы все живы, мы здоровы, мы победили благодаря всем, кто принял участие в этой войне. Необычный подарок в этот памятный день получил ветеран Великой Отечественной войны Равиль Хакимов. Уникальный проект «Краски Победы» придумала казанская художница Екатерина Манько. Сейчас вместе с детьми она пишет портреты героев и дарит их ветеранам. Здравствуйте, Равиль Геннадьевич. У нас замечательный творческий проект «Краски Победы». Торжественно строгий образ героя теперь на холсте. Особенно приятно получить такой подарок от детей. По задумке проекта «Краски Победы» каждый ветеран Великой Отечественной войны получит свой портрет. Сегодня трогательный подарок вручили 95-летнему Равилю Хакимову. Вся молодость моя, все мои лучшие года прошли в советской армии. Поэтому, значит, я все время вспоминаю о своей службе. И снится эта служба, и встречаюсь я со своими сослуживцами во сне. Я ребятам желаю именно, чтобы они исследовали наши премии, учились, награждены отлично, стали настоящими людьми нашей России. Мы рисовали портреты, потому что очень хотелось поздравить, они то есть воевали за нас. Ну, то, что они вот держались, и вот мы получили такое, ну, то есть светлое небо. И поэтому очень хотим их порадовать картиной и поздравлением. «Краски Победы» – необычный проект. Его автор – казанский художник Екатерина Манько. Портреты ветеранов пишут и дети, и взрослые. Первыми принять участие решили ребята из российского движения школьников и юнармии. Я уже долгие годы работаю в сфере искусства и привожу художников и международные делегации в наш потрясающий город Казань, в Республику Татарстан, в районы Татарстана. У нас осталось огромное количество картин, произведений, которые мы захотели подарить и порадовать наших замечательных ветеранов. Затем мы поняли, что, конечно же, всех картин недостаточно будет, поэтому решили создать портретную галерею. Сейчас самый такой отрадный момент, когда мы
можем радовать наших замечательных ветеранов, и это бесценно смотреть на их теплый отклик, добрые слова. Почувствовать себя художником здесь может каждый. Достаточно немного терпения и чуть-чуть свободного времени. Проект «Краски Победы» открыт для всех неравнодушных сердец. В этой студии никогда не бывает пусто. Школьников сменяют студенты. Вечером на их место приходят взрослые. Проект настолько полюбился казанцам, что приходят семьями. Ее работа, которую она организовала вместе с юными художниками, это замечательное, очень необычное и очень полезное и нужное нам, ветеранам, и нашей молодежи. Потому что мы должны гордиться своей отчизной, своими людьми прежде всего, своими героями. Уже написано 300 картин, пишут по фотографиям. Их предоставляет Союз ветеранов и Минсоцзащиты. Часть портретов будет выставлена ко Дню Победы. Тагир Валиди, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Нестандартные архитектурные решения, использование качественных материалов, отражение национального колорита в здании. Эти и другие критерии учитывали в конкурсе на лучший объект Казани. Сегодня назвали победителей. На конкурсе рассматривали объекты, которые появились в последние 5 лет или находятся на стадии проекта. Какие здания стали самыми лучшими и с какими сложностями сталкиваются архитекторы, узнала Вероника Ганудинова. Особняк Стахеева в самом центре Казани. Здание построено еще в начале 20-го столетия. Сегодня здесь находится Союз композиторов Татарстана. 5 лет назад особняк отреставрировали, а сегодня здание признано лучшим историко-архитектурным объектом Казани. Первое место занимает особняк Стахеева, город Казань. Лучшие жилые дома, общественные здания, торговые центры, арт-объекты, зоны благоустройства. В конкурсе участвуют уже реализованные и только согласованные проекты. Это больше 100 объектов от 41 компании. В номинации «Лучший объект благоустройства». В главных номинациях проекты уже готовы. Лучший объект благоустройства – озеро Комсомольское в поселке Дербышки. Детские и спортивные площадки, хорошее освещение и нетронутая природа. Благоустроили его в 2020-м. Над проектом общественного пространства работали совместно с жителями. Хотелось оставить тут всю красоту, всю природу внешнюю, что там сейчас есть, и сделать чуть получше для жителей, для природы. В номинации «Новая жизнь объекта» победитель – культурный центр «Сайдаш». После реконструкции он открылся в декабре 2019 года. Архитекторы сделали его многофункциональным. Лучшее общественное здание. Награждают и лучшие жилые комплексы. Победители – застройщики, которые уделяют внимание комфорту жителей. Есть те, кто сразу на территории разбивают парки и скверы, строят места отдыха для жителей. Такие соревнования стимулируют архитекторов и застройщиков качественнее проектировать и реализовывать проекты, говорят организаторы. Основной наш заказчик вообще-то это житель города, да? И чем больше будет качественных объектов и общественных, и жилых, тем комфортнее будет жить в нашем городе. Не стоит жизнь в Казани. Порадовало количество молодых, мне, как мэру, незнакомых лиц, архитекторов, которые уже всерьез проектируют и реализовывают объекты в нашем городе, в нашей столице. Архитекторы признаются, сложности в проектировании есть. Учитывать нужно своеобразие и отражение национального колорита города. Стилевое решение, комплексный подход к благоустройству территории. Основная сложность – это то, что сегодня мы проектируем и строим уже в плотной сформировавшейся застройке. Застройка зачастую разношерстная. И первое – это плотность застройки. Второе – это сети, конечно же. Потому что не везде есть возможность заказчику получить то, что он хочет, даже если есть участок. Конкурс впервые проходил 5 лет назад. Был перерыв, теперь его планируют проводить чаще. Вероника Ганудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани прошли соревнования по плаванию среди детей с ограниченными возможностями. Водная преграда покорилась 50 ребятам. Организовал старты Республиканский центр заботы. Специалисты говорят, вода и общение – лучшие лекарства для таких детей. Рамиль Галюлин о безграничных возможностях. 13-летний Саша метр за метром покоряет водную гладь бассейна. Плавать он научился лишь 2 года назад. Мальчик – инвалид с рождения. Свой недуг – детский церебральный паралич – преодолевает через спорт. Вода очень важна, она расслабляет мышцы. Во-первых, для иммунитета хорошо, Саша мало болеет. А во-вторых, ему нравится, то есть приятно и полезно. В соревнованиях участвуют полсотни детей с ограниченными возможностями здоровья. Возраст, как и диагноз, разные. Но каждый из них может проплыть 25 метров без посторонней помощи. У Сабины мышечная слабость. Под водой все ограничения словно исчезают, говорит ее мама. Сначала учились держаться на воде,
дуть в воду. Ну и постепенно осваиваем и другие, то есть стили плавания. Все ребята – подопечные центра для детей-инвалидов «Забота». Они давно показывают своим примером. Их диагноз не приговор. Упорство и силу духа делают ограниченные возможности безграничными. Соревнования проходят в рамках декады инвалидов. Есть такой даже метод аквареабилитации, когда через движение в воде увеличивается и объем движений. Сами мы знаем, что масса тела в воде гораздо легче. Проходят занятия с тренерами, с инструкторами по плаванию. И дети даже, которые не держат голову, не держат спину, они начинают плыть буквально второе занятие. На 16 муниципальных объектах у нас предоставляется бесплатное время для тренировок для детей, взрослых с ограниченными возможностями здоровья. В рамках декады инвалидов у нас на наших объектах, муниципальных объектах спорта пройдут более 20 соревнований, мероприятий. Спорт стирает границы, говорят организаторы соревнования. И нет разницы, особенно ты или нет. Каждый участник здесь победитель. Рамиль Галиуллин, Александр Вольнов, ТНВ, Казань. Мы продолжаем следить за судьбой 11-летнего Марселя Салахуддинова. Напомним, мальчик сейчас проходит сложное лечение в Израиле. Его семья оплатить весь курс самостоятельно не может. Его стоимость около 15 миллионов рублей. С помощью неравнодушных людей уже удалось собрать большую часть денег. Но главное, что Марсель не сдается и не теряет веру в себя. Например, мне зевать больно, кашлять больно и дышать. И все. Несмотря на боли, Марсель улыбается. Рядом мама, а значит, все будет хорошо. В Израиль они приехали 3 недели назад. Здесь нашлись врачи и технологии, чтобы помочь мальчику одолеть страшный недуг. Клиника отправила Марселя в гистологию, которая была третья операция, частички с ноги, в другую клинику. Когда придет этот результат, это будет примерно в конце декабря. Тогда они смогут нам подобрать лично по его вот этой мутации биологическое лечение. Мы уже рассказывали. Весной прошлого года Марсель повредил ногу. Гематома долго не проходила. Обследование показало саркома кости. 3 операции не дали результата. Ногу пришлось ампутировать, но метастазы проявились в легких. В Израиле мальчику сделали переливание крови, компьютерную томографию. Впереди генетический анализ. Лечение и проживание обойдется в 15 миллионов рублей. 13,5 уже собрали. Мы включили пока только 1 месяц на проживание, потому что не знаем, сколько мы здесь будем находиться. Это может быть и месяц, и 2, и полгода. Пока вот остаток по сбору 2 миллиона 421 тысяча. Для семьи Салахуддиновых это неподъемная сумма. Родители мальчика просят о помощи всех неравнодушных людей. На экране реквизиты банковской карты и номер телефона мамы Марселя. Тагир Валиди, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Победил в конкурсе, стал студентом КФУ. Казанский федеральный университет запустил проект «Тархан», победители которого будут зачислены на целевые места в Институт международных отношений. В конкурсе могут принять участие школьники 10 и 11 классов, а также студенты средних образовательных учреждений со всей страны. Чтобы принять участие в проекте, нужно пройти отборочные задания на сайте проекта до 31 декабря. Далее выберут 48 претендентов. В следующем этапе они сыграют в интеллектуальную игру, по итогам которой в финале окажутся 6 человек. 3 призеров станут обладателями главного приза – зачисление на профиль «История тюркских народов» Института международных отношений КФУ на бесплатной основе. Вопросы, которые мы формируем и будут задаваться участникам, касаются самых широких областей историко-культурного наследия. В дальнейшем данная программа предполагает широкое развитие. Это и летние школы для школьников, которые хотели бы участвовать в этих конкурсах. Это разработка заданий вместе с педагогами наших школ. Что общего между итальянскими тканями, Национальным музеем и музыкальной премией «Болга-Радиуса»? Звезды татарской эстрады готовятся к событию года. Зрители ждут новые песни и красивые образы. До начала 1,5 недели ведущие церемонии впервые примерили свои наряды. 100 метров ткани украсят национальными узорами и украшениями. Что вдохновило дизайнеров и чем еще удивят зрителей, организаторы шоу узнала Алия Хрудинова. С национальными орнаментами это платье вообще заиграет, да, Луиза? Ее голос узнают многие радиослушатели. В этот раз ведущая «Болга-Радиуса» Эльвира Вильдан готовится ко встрече со своими слушателями не на радиоволне, а на голубом экране. В этом году она ведущая национальной музыкальной премии. Отдельное внимание на образы артистов и ведущих шоу. Чтобы они увидели всю эту красоту, не только слушали вот красивую музыку, но и увидели то, что мы действительно национальное радио, татарское радио.
Вот наши эскизы, и в основном в каждом образе будет присутствовать национальный орнамент. 30 артистов, 30 песен, 30 уникальных образов. Эскизы были готовы 2 месяца назад. Ткани заказали в Италии. В основном это бархат, атлас, шифон. Все, что при пошиве часто использовали татары. Вдохновением считается для нас это книги, это история, музеи, там, где мы можем увидеть начало, то, с чего все начиналось, и уже передавать именно в том видении, в котором видим мы. В этом году Болградиусы сделает акцент на национальные мотивы, не только в одежде. Пока сюжет сценария держат в секрете. Организаторы обещают, вспомнят все. И традиции, и народные песни, и присущий только татарам монг. Праздник песни зрители увидят 11 декабря в прямом эфире на нашем телеканале. В основном все номера, все песни в этом году сложились очень мечтательные, очень романтичные, очень добрые. Возможно, это подсказывает само время, что люди хотят больше доброты, больше какой-то отзывчивости друг к другу, какого-то внимания. Вот, поэтому такое все очень милое, душевное. Изю, Калфак, Камзолы. Национальная премия Болградиусы в этом году проходит вновь в онлайн-формате. Но, несмотря на это, артисты тщательно готовятся и хотят порадовать зрителей не только красивыми песнями, но и национальными мотивами в одежде. Олег Ирудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. На этом пока все. Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте и Инстаграм. До встречи. Настоящая новогодняя сказка среди пушистого снега и елей в сочетании с высоким классом обслуживания в шикарных банкетных залах. Санатории компании «Татнефть» приглашают вас отпраздновать Новый год и провести корпоративные праздники. Самый любимый праздник и хорошая компания. Бронирование по телефону в Альметьевске 386398. Дисковые бороны «Дукат» — это качественная обработка полей на любом рельефе, в любую погоду, до 500 гектаров за сутки. Спешите за «Дукатом» в компанию «Агрокомпани». Срочно нужны деньги? Мы поможем. Порадуйте себя и близких уже сегодня. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 800 777 37 37. Черная пятница в Белке продолжается. Только до 5 декабря скидки до 70% на все шубы из норки, мутона и овечьей шерсти. Белка, Татарстан 7. Nissan в РРТ купил. Скидку 200 тысяч и резину получил. Автоцентр РРТ 212 30 10. Диабетики, внимание! Для вас глюкометры, тест-полоски, шприц-ручки и иглы. Бесплатный обмен неисправных глюкометров. Магазин диабетика. Улица Седова, 9, 259 19 91. АО «Татагролизинг» осуществляет продажу новой ИБУ сельхозтехники. Отдел продаж по телефону в Казани 203 8602. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан». Кастинг 12 декабря. Приглашаются девушки от 14 до 23 лет. Регистрация по телефону 29 010 29. Возрастное ограничение 12+. Приглашаем в буровую компанию водителей категории Е, машинистов автокрана. Вахтовый метод. Заработная плата 117 тысяч рублей в месяц. Бесплатное питание, оплата проезда. В студии София Егорова. Здравствуйте. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца декабря доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2 167 166. Еще один аномально теплый зимний день ожидается в Татарстане. По данным сервиса Яндекс.Погода, предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах и Азнакаево облачно. Жителей ждет снег с дождем и тепло плюс 2-3 градуса. Ветрено и сыро в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Температура значительно выше нормы, до плюс 4 градусов. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачно, стоит ожидать мокрый снег и порывистый ветер. В Арске, Кукмаре и Волтаси температура повышенная до плюс 3-4 градусов. Ожидается мокрый снег. Облачно в Болгаре, Дорожном и Буинске. Ожидается сильный ветер и до плюс 4 градусов днем. В Альметьевске, Чистополе, Мадыше пройдет снег с дождем. Днем очень тепло. В воскресенье начнется похолодание, а пока температура превышает норму на 5-6 градусов.
Гиделикс – капли сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Когда болезни позвоночника атакуют, искажается работа мышц и осанка, ухудшается кровообращение, страдают внутренние органы, возможен даже паралич. Боль сообщает: пора начать лечение в Доктор Ост. С помощью новейших технологий Доктор Ост создает условия, когда грыжа сама исчезает без следа. Уходят боль и скованность движений. Доктор Ост. Лучшая клиника по лечению позвоночника. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани будет облачно, пройдет снег с дождем. Ночью и днем около 3 тепла. Ветер юго-западный порывистый до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Итак, мы продолжаем программу ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сегодня обсуждаем инвалидность, как преодолеть барьеры, какие проблемы есть. Сейчас я предлагаю все-таки обратить внимание на то, что идет рост инвалидности среди детей. Вот обращусь, наверное, к Наталье Николаевне. Почему, на ваш взгляд, вот вы как уже в центре реабилитации видите этих детей, если, на ваш взгляд, действительно этот рост, вы замечаете его, с чем он может быть связан и почему в коммерческие центры люди, родители ищут деньги для своих детей? Почему в государственные центры идут, не могут попасть? Нет тех программ, которые нужны. Что происходит? Ну, вообще, немножко вопрос, конечно, к медикам по поводу вот... Почему больше? Да? Почему увеличивается? Да, почему увеличивается. Хотя вот одно из мнений – это вынашиваем маленьких детей, да, и, конечно же, не всегда есть возможность дальше сопровождать так, как хотелось бы. Допустим, возьмем программу раннего вмешательства, когда помощь семье оказывается прямо с первого дня. То есть родился 500-граммовый малыш, и его сопровождают уже в реабилитационном центре? Да, не только в реабилитационный центр, служб должно быть много. Они могут быть и медицинские, и социальные, и педагогические. Потому что, когда мы говорим про раннее вмешательство, то мы имеем в виду общее развитие ребенка. Это и помощь семье, в том числе, как ей сейчас быть с этим ребенком. С ней надо разговаривать, с мамой, ей маме надо очень много рассказывать и показывать. То есть служба раннего вмешательства у нас на сегодня локально есть в городе Казани. Локально это как? Ну, это значит, их несколько, вот как бы так. Она и в России еще не везде, да, есть в крупных городах, и тоже не везде, а вот где нашлись энтузиасты, где нашлись люди, опять, которые... На энтузиастах, на общественных... началах, да. На людях, которые понимают ценность вот этого раннего вмешательства, или которые сами столкнулись с какими-то трудностями, и им помогли, и они поддерживают это движение. Хотя на самом деле, значит, за границей принят уже закон о раннем вмешательстве. Я вот рассказывала в перерыв мамам, что во Франции есть циркуляр, который дается врачам, и врачи знают 5 служб, куда может попасть ребенок с какими-либо проблемами. То есть на выходе из родильного дома мама понимает весь свою маршрутизацию, что ей делать. Да. Если... А потом, вот смотрите, у нас до сих пор есть, вот как мы можем себе помочь, да, у нас до сих пор есть и дома-малютки, от детей отказываются, да, и интернаты, вот как бы это вот что такое? Вот это все из одной серии, что в раннем возрасте семью не поддержали, маму никто не поддержал, да, или мама Папа сама... ушел от мамы.
да, мама осталась одна на один. И и так иногда далее, и так это далее. прям в роддоме должно быть. В общем, это целая система Да. из нескольких служб и так далее. Давайте сейчас вернемся, почему есть очередь в ваш реабилитационный центр? Есть. А, к сожалению, да, получается, чем лучше работаешь, тем больше к тебе людей, которые хотят попасть. Поэтому очередь. Это одна из причин, да. Вторая. Мы постоянно учим своих специалистов современным методикам, какими дорогими бы они ни были. И это не все могут позволить, и государство, в частности, ну, не всегда, ну, как раз и не может. Скажем, та же программа по ABA, детьми с аутизмом, да, это очень дорогая программа. И, конечно, на государственном уровне мы должны дать ребенку 25 часов работы с аутистом, но это настолько нереально. И это не курсами 21 день, а это должно быть на первых порах в маленьком возрасте постоянно. А почему тогда коммерческие центры открываются как грибы? Почему люди туда... Ну, я понимаю любого родителя, который сделает все, если сюда не попал, я попаду в коммерческий, я возьму кредит, я сделаю, продам ему все, что есть. Да, Далия? Им положено, потому что 2 раза в год только, да, они за реабилитацию закончили в государственном, и им нельзя останавливаться. То есть коммерчески нужно больше центров? Наверное, и потом коммерческие центры тебя открывают иногда те же мамы. Да. Очень много. Она прошла этот курс, у нее были финансы, она пошла еще раз учиться, и она теперь открыла его, этот центр. Помогает и своему ребенку, и всем тем, кто всем вокруг. желающим, да. А насколько изменились программы реабилитации вот сейчас у вас? Что было лет 10 назад и сегодня? У вас вообще изменились методики, технологии? Или... Вот в апреле они только прибавляются, они не меняются, их было, может быть, меньше, становится больше. И но вы уступаете коммерческим центрам? Нет, мы им не уступаем. Просто к нам поэтому и тяжело попасть. Но при этом в коммерческий центр можно прийти в любое время, когда удобно маме, не ждать очереди. И так далее, и так далее. Да, и не ждать очереди. Смотрите, вот на что у нас пошла другая наша героиня, Далия. У вас 2 детей, сын и дочка, сын особенный ребенок. Вот не хватило сыну... Какая-то одежда, слюнявчика не хватило, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Что сделал человек? Вообще бросил все практически, круто изменил свою жизнь, создал социальный проект. Теперь шьете одежду для особенных деток. Постельное белье, по-моему. Да. На экспорт уходит уже громадное количество, по-моему, продукции, если я не ошибаюсь. Да, очень интересно у нас. Вообще, что приходится делать мамам, чтобы поднимать особенных своих замечательных деток? Далия, как это было, как это решение было принято вообще? Ну, Тимурчик же подрастал, и у него текут слюни, а слюни у нас текут, на самом деле, ведь не только у детей. Инсульт у человека, в аварию он попал. Взрослые люди тоже страдают этой проблемой, да, вот этой солевацией. И что, и как справляются все? Ну, вешают тряпки, в коррекционных школах даже сидят с памперсами. Я даже в Варшаву слетала посмотреть, думаю, со всего мира же съезжаются на эту реабилитацию. Как смотреть? Такие же тряпки, вот что самое интересное, да. Ну, и в итоге я думаю, ну, надо какой-то банданчик, что-то такой платочек сшить в виде шарфика, ну, внутри с такой тканью, которая не будет рваться, как клеенка у детских слюнявчиков, и не будет привлекать взгляды. Это то, что очень напрягает. Вот это неэстетично, некрасиво, да, мальчишка растет. Как раз заодно будем видеть ваши изделия. Да. Да, то, что сейчас... А вот это слип послеоперационный, очень удобно, они да, лежат вот, на распорках порой. Слюнявчики, да. вот специальная одежда, чтобы удобно было одевать, да, со своими кнопками, заклепками. В общем, как просто, я понимаю, что вы даже поехали, опыт переняли. Насколько сложно было, но вы же жили совсем другой жизнью. Ну, сложно было, но у меня же это вопрос на самом деле мышления. Вообще все на самом деле в голове. То есть ничей сарай не пуст, у кого-то ребенок инвалид, у кого-то ребенок, извините меня, там с наркоманцем. Ну, у всех есть своя боль, какая-то проблема. Не надо на этом циклиться. Вот эта вот позиция всегда все виноваты и в позиции жертвы, и дайте мне, помогите мне, ну, бери в свои руки свою жизнь, да, здесь государство чуть-чуть помогло, ты сама себе помоги. То есть куча всяких, да, мы превращаемся, вот я был в Верховном суде, проработала, да, там практически 12 лет, да, я ушла, потому что нет возможности, няня, это дорого, ребенок у меня лежачий, но ты сидишь и выдумываешь, то есть это он стал как мотивацией для того, чтобы я поменяла круто свою жизнь и занималась тем, что мне охота. Вот, и поэтому... Да, мы становимся сиделками, но интернет нам в помощь, люди нам в помощь. То есть можно заняться каким-то таким делом, которое ты действительно хочешь. Я не знаю, ну, может быть, он был мне дан для того, что ценой его здоровья я сейчас помогаю 1000 семьям, и я от этого кайфую, да. Ну, как бы вот так вот жизнь моя сложилась, круто поменялась. То есть из минуса, то есть я превратила это в большой плюс. Вот, наверное, вот так. Вот как важно маме порою, да, найти вот...
ту самую точку опоры, чтобы двигаться дальше, а не сдаться, наверное. Регина у нас, фея ее называют, она творит чудеса, прилетает к деткам, дарит подарки, приезжает в такие семьи, летает с парашютом. Что еще делает Регина? Регина у нас что только не делает. У меня тут и благотворительный фонд она организовала, и так далее, и так далее. Человек мог бы тоже абсолютно сидеть дома и рассчитывать на какие-то меры поддержки, условно читать больше книг, может, еще что-то. Нет, человеку не сиделось на месте, человек полетел даже с парашютом. Регин, почему феи? Кто первый вас феей назвал? И вот что вы для себя сегодня находите в помощи людям с повышенными потребностями? Полностью согласна с Далией, вот реально, ну вот это, во всяком случае, я всегда благодарю свою маму за то, что она меня так воспитала. То есть ко мне относились на равных, ко мне относились на одинаковых условиях со всеми. И, ну да, маленькая, да, есть такие люди, ну что, живи с этим дальше, все, вперед, шуруй. И, как говорю, мне мама все время говорила, полетишь, помашем ручкой, не полетишь, подопнем. То есть там было именно, то есть никакой жалости какой-то. Вот мне очень не нравится это слово «жалеть». То есть вот, ну, как-то относиться жалостливо. Это, получается, ты выше себя ставишь, а человека, которого ты жалеешь, ты его, то есть, принижаешь, так скажем. И поэтому я вот реально, я вдохновляюсь, во-первых. Сейчас у нас в мечети в попечении 250 мамочек, которые тоже меня вдохновляют, и которых я тоже вдохновляю. И они всегда говорят мне: Регина, какая ты классная, мы хотим быть такой же, как ты. Регина, какая ты, вах, там, супер. И это меня тоже вдохновляет, то есть на работу, на помощь. Именно чтобы я именно нуждаюсь, нет, я даже не нуждаюсь, я нуждаюсь в их нуждаемости, то есть я получаю тоже удовольствие от того, что я... Это твоя потребность. Реализуешься. Да, нереально реализуюсь в этом мире. И да, я прыгнула с парашюта, да, я получила корону жемчужины Татарстана, да, у меня сейчас 250 мамочек, да, я работаю в прекрасном месте. Я благодарна Всевышнему, что он создал меня такую, что, да, я вот могу еще о ком-то позаботиться в этой жизни. Не просто так я родилась в этом мире. То есть и надо учить людей, наверное, относиться к таким людям как особенным, не особенно именно, нетолерантно. Это вот меня бесит это слово толерантно, потому что не должно быть этого слова вообще. Нужно относиться обычно. Любить, если нужно идти куда-то вместе, дать руку. Поддержать, да, поддержать и пойти. А вообще, сегодня существует ли, вот вы сейчас говорите, 250 мамочек, существует сегодня ли для детей, вот я сейчас, наверное, все-таки для детей, которым надо определяться и которым надо куда-то тоже идти, вот мама, мы говорим, находят все силы, ну, не знаю, какие-то, я не говорю сейчас там клуб по интересам и так далее, какой-то центр возможностей, где их объединяют, где они, возможно, могут знакомиться, где можно вместе общаться. Это же тоже, это ведь тоже не хватает, да, если могут. Ну, что у нас сегодня есть вот для такого общения? Очень много. Это делают фонды, некоммерческие организации. Вот наши, клубы. Там вся есть наша организация взять, оно все для детей. Мы вроде сами одеждой занимались. Много, активно двигаются. Да. Вот буквально вчера у нас есть первая школа, это называется «Школа для всех», это благотворительный тоже фонд. Открыли мамы детей с аутизмом, они поняли, что если сейчас они не возьмутся за это, да, то их дети в школе со всеми не будут. И они добились и школы, и тьюторов, да, в эту школу, и учебу для специалистов. И продолжают дальше. Мало того, они привозят фильмы. Такая есть Альбина Нафикова. Она привозит фильмы в Татарстан, в Казань, с детьми с особенностями. Больше, конечно, это дети с аутизмом. Она привозит фильмы про пианистов, она привозит фильмы про людей состоявшихся. Классные совершенно фильмы. И всем видом показывает, что, ребят, давайте так же будем двигаться. Давайте будем вот не замыкаться, а жить. Да, ну, полноценной жизнью. Там объединяем мам, закрываем рестораны, где они могут пообщаться. То есть мы приносим подарки, туда приезжают спонсоры, лично дарят, привыкают к этой обстановке. И мамы, как правило, говорят: Далия, так здорово, я как белый человек, я так давно не выходила. Это отдых и для мам? Конечно, мы специально закрываем рестораны, и, то есть, и они там отдыхают, и развлекательные программы, тут их развлекают их детей, кормят и маму, и ребенка. Ну, то есть для них это такая классная вылазка, потому что они иногда хотят в ресторан, но они не хотят взглядов.
А когда ты ресторан закрываешь, и там все вот одной какой-то проблемы сплочены, они вот от этого кайфуют. У нас, например, в Кировском, Московском районе тоже администрация, вот, когда бывает и декада инвалидов, специально дает нам посетить мамочкам кафе. То есть приходят специальные аниматоры, аниматоры занимаются детьми, мамочки общаются между собой, обмениваются новостями. Сейчас и Былтырный фонд Ярдам тоже занимается и молодыми инвалидами, потому что именно когда с 12 до 18 лет создается характер ребенка-инвалида, да, и вот именно в этом моменте надо ему дать осознать, что с чем в будущем, даже если со временем, к величайшему сожалению, человек может остаться без родителей, он уже был морально и изнутри уже подготовлен, какими проблемами ему придется столкнуться. Вот поэтому надо как бы в нем выращивать характер бойца, чтобы он никогда не опускал руки и был готов всегда идти вперед с энтузиазмом, с упорством, потому что если человек замкнется в 4 стенах, он начинает деградировать, бывает асоциальным уже, потом его очень трудно уже после 18-20-летия вытащить в общество, понимаете? То есть на этой переломной, уже надо готовить, да, 12 нужно готовить, потому что где-то в младшем возрасте им еще соцзащита занимается, какие-то реабилитационные центры, а вот после 18 общественные организации могут взять его как общественный до 18 там лет. Уже сложнее после 18. Да, остается один, как таковой, да? сам с собой. А мы продолжим после рекламы, да, не переключайтесь, потом обязательно поговорим. Не слышат? Достучимся? Делаем новости вместе. Между нами только экран. Черная пятница в Белке продолжается. Только до 5 декабря скидки до 70% на все шубы из норки, мутона и овечьей шерсти. Белка, Татарстан 7. Диабетики, внимание! Для вас глюкометры, тест-полоски, шприц-ручки и иглы. Бесплатный обмен неисправных глюкометров. Магазин Диабетика. Улица Седова, 9, 259 19 91. Чай Гульнара. 100% натуральный. Из сырья Индии, Шри-Ланки и Кении. Гульнара. Приходи, я заварил чай Гульнара. Эх, Гульнара, шундый, тамлещай. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан». Кастинг 12 декабря. Приглашаются девушки от 14 до 23 лет. Регистрация по телефону 29 010 29. Возрастное ограничение 12+. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Я для настроения выпью лимонада. В нем есть чудо-пузырьки, мне того и надо. Сок сады Придонья 2 литра 92,99. Вода Боржоми 1 литр 89 рублей 99 копеек. Находка. Срок акции по 31 декабря 2021 года. Подробности у продавцов. Твоя судьба зависит только от твоих решений. И принимая их, не стоит торопиться. Просто знай, что впереди обязательно загорится зеленый свет. Итак, мы продолжаем. Регина хотела добавить, мы говорим о том, что сегодня появляется громадное количество фондов, где интересных кругов общения и так далее, которые создают сами мамы, такие как Регина. Что хотели добавить? У меня есть просто два примера жизнелюбия в этом мире. Один плохой, один хороший. Есть у одной мамочки родился сын. 2 диагноза – ДЦП и слепота. То есть 2 тяжелейших таких диагноза. Но муж сразу уходит из семьи. Мамочка не отчаялась, она нашла в нем талант к пению. То есть, да, Тимур Фазлыев. Потрясающий мальчик, который сейчас завоевывает мировые гранты, у него там туры все время какие-то. И он в 2019 году выиграл 100 тысяч в школе Игоря Крутого. И он сказал такой: я хочу, чтобы на эти деньги моя мама поехала в Турцию. То есть отдохнула. И я всех спрашиваю: а вот ваш сын 12 лет заработал вам на Турцию?
А ваш сын в 35 даже заработал вам на Турцию? Нет, все говорят. А тут человек, то есть с такими диагнозами тяжелейшими, это, то есть пробиться, это тоже очень нужно силу воли. И также есть отрицательный пример. В детстве я дружила с одной девочкой, у нее не был развит кулак. То есть просто ручка была, да. И ее... То есть мы потом разъехались как-то и потом встретились. А девочка была в детстве красавица, знаете, кукла Барби, прям вот голубые глазки, все прям, ну просто ручка. И встречаемся мы где-то с ней в 25 лет, и я вижу, человек посерел, человек, то есть у нее жирные волосы, она очень страшная. Я говорю, что с тобой случилось? Она говорит, меня родители отдали в коррекционную школу-интернат, для там чуть ли не умственно отсталых, ну просто печать инвалида поставили на ребенке. И она говорит, то есть я не пошла учиться никуда, я нигде не работаю. И я прям прочувствовала это слово «ненавижу своих родителей». То есть вот два потрясающих примера. Есть такой вот силы воли мамы, которая вот пила все, и вот таких родителей халатных. Ну, кстати, раз о маме, я маму свою хотела поблагодарить. Вообще, на самом деле, в те моменты у меня не было психолога, у меня была мама с правильным взглядом и с правильной позицией. От семьи тоже очень много что зависит. Да. Мам, если ты вдруг меня смотришь, огромное тебе спасибо. Очень, очень душевно. Регин, хотела задать вопрос. Вот сейчас мы говорим, да, что с 12 лет где-то примерно надо детей готовить, ну, действительно, у тебя так определенный диагноз, которым, наверное, тебе сложнее отправиться в кино, потому что ты должна что-то измерить и так далее. Как вы разговариваете со своей дочерью, как вы ее готовите к... Вообще, существует ли какое-то отношение, ну, одноклассников, возможно, что-то замечали, какие-то изменения, и как вы прорабатываете с ней? Поняла вопрос. Дело в том, что мне повезло, исходя из личного жизненного опыта, могу сказать, да, повезло в том плане, что у меня невероятно ответственный ребенок, она очень талантливая, то есть рисует, спортом занимается, очень следит за собой, за своим здоровьем. Когда, очень красиво, мы видели. Да. Благодарю. Когда мы в 11 лет попали в больницу впервые, да, у меня жуткая депрессия, стресс начался и так далее. Она меня всячески поддерживала. Не я ребенка, ребенок меня. В больницу мы ложились с маленькой 11-летней девочкой, а уже выписывались через почти 2 недели с повзрослевшей девушкой, на плечи которой возложился огромный груз ответственности. Да? И с этим грузом ответственности на сегодняшний день, и я надеюсь, что всегда так будет, она справляется. Бывают моменты, когда она очень сильно устает, у нее происходят срывы, она начинает задавать вопросы, за что мне это вообще в жизни дано. Особенно в те моменты, когда сахар становится неуправляемым по ряду причин, там, из-за гормонального фона, стресса и так далее. Но в основном у нас особенных каких-то разговоров не происходит. Крайне редко и крайне деликатно мы это все дело обсуждаем, да, о том, что мы такие же люди, ты такая же девочка, да. И чаще всего ребенок мне сам это говорит. Я не инвалид, я полноценная девочка, я все могу в этой жизни. Она просто, иногда от нее невероятно такие умные вещи исходят, да, я поражаюсь. Даже когда мы в больнице лежали на территории ДРКБ еще до пандемии, выходили гулять, как-то она меня спросила, что это за здание? Я говорю, там онкобольные детишки находятся. И дочь на это мне ответила, мама, а вот ты плачешь, я-то могу ведь жить, у нас все будет хорошо, а вот им-то намного тяжелее. Давай благодарить Бога за то, что у нас есть на сегодняшний день. И поэтому вы спрашиваете, да, как я подготавливаю своего ребенка. Скорее всего, это она меня подготавливает. На самом деле, вот, сейчас в школе ее перевели в класс с углубленным изучением иностранных языков. Она изучала только один язык, английский. У нее есть способность к изучению языков. Ее перевели в лингвистический класс. То есть школа видит в ней сильного ученика, бойца, да. Вот. Вообще личность моего ребенка очень сильная, хочу сказать. Одноклассники к ней никак по-особенному не относятся. То есть, да, она говорит, что мне нужно померить сахар, да, если возникают какие-то непонятные ситуации или учитель вдруг не в курсе, да, о том, что происходит, почему посреди урока ребенку нужно отвлечься, либо что-то съесть, либо сделать какие-то манипуляции, осуществить. Она, то есть, совершенно спокойно объясняет, так, мой сахар
стремится вниз, ответственность за мое состояние лежит на вас, поэтому я должна совершить ряд мер там, по принятию углеводов быстрых и так далее. Да? И то есть она в любом случае, то, что необходимо, она это сделает, не стесняясь никого. Для нее так сложилось, да, что вот ее здоровье, ее жизнь важнее всего. Ну и как для любого другого человека, но мой ребенок это прекрасно осознает. Тоже, поэтому мне кажется, если такой боец, да, Вот боец, который я да. говорил, есть да, как раз. действительно. Вот Вот в ней уже сидит боец, который Никакой уже особенной знает. подготовки не происходит, а вот в те случаи, когда, ну, крайне редко нам удается встретиться с остальными мамочками, у чьих детей тоже диабет, да, после этих встреч мы обсуждаем, вот там маленькая девочка, да, она с рождения, вот это вот постарше, например, болеет. И я замечаю, что ребенок вдохновляется после этих встреч, потому что она видит, что она не одна такая, да, что и более маленькие детишки тоже страдают, да, этим заболеванием. И дочь отмечает, что дети с диабетом, они более ответственные по сравнению, чем обычные дети без диабета, например. Наталья Николаевна говорила в перерыве на рекламу, что и когда вы открывали только Центр «Апрель», не было ни одной организации мамочек, да, с детьми-аутистами. Мамы стеснялись, мало того, они говорили, что вы, какая нам школа, да, такие слова употребляли, как там мы не обучаемые. Я говорю, вы забудьте, таких слов нет, не может быть. И правда, сейчас, можно сказать, из наших стен выросли заботы, есть организация такая, да, очень известная, мастеровые, прекрасная организация, просто другие вот детей с аутизмом. Та же вот Альбина, школа для всех, да, и много-много. И не только в городе Казани, но и в республике. Уже очень много примеров, когда или специалисты открывают такие центры, причем общественные организации чаще всего, папы открывают, у нас есть «Сила в детях» в городе Казани, и у них есть филиалы и в других городах, и это тоже очень радует. То есть на самом деле родители поняли, что все в их руках. Да, государству иногда надо говорить, их иногда надо просвещать, потому что они с этим не сталкивались. И такое бывает, да. Просто, наверное, надо быть понастойчивее, наверное, надо быть вот как-то так поувереннее и не отпускать руки, это точно. Мы, по крайней мере, учили этому все 20 лет. Да, что если не вы, то кто? Если не вы, то кто? И все-таки мир по отношению к людям с ограниченными или с повышенными потребностями все-таки меняют сами мамы, даже в большей степени, да. Да, вот отношение людей и отношение этого мира к особенным людям в этой ситуации. В завершении программы сейчас подведем итоги соцопроса и буквально взгляд, наверное, каждого из вас. Все-таки самая главная проблема у инвалидов увидели в 50% это маленькая пенсия, то есть действительно маленькие доходы, 18% невозможность трудоустроиться и 29% проблемы с медпомощью и лекарствами. Вот остаются вот эти главные проблемы, о которых мы говорили. Все-таки низкий доход. Да, этот человек должен сам создавать, как Далия, например, открывать, объединять детей, передавать дело по наследству и так далее, где это возможно, собирать единомышленников. Давайте сейчас в завершении, вот в этот день, что бы вы хотели, чтобы произошло вот в этой жизни, чтобы этот мир стал более открытым, доступным для тех, кто в этом сегодня так нуждается? Далия. Ну, я опять повторюсь, все в их головах. На самом деле вопрос только вот здесь. Иногда бывает, что мы можем и доступную среду сделать, и все школы инклюзивные, садики, и классы открыть. А мама в депрессии, вот она считает, что все виноваты, у нее плохо сложилась жизнь, или с мужчиной у нее там какие-то проблемы. И никуда она не ведет своего ребенка. А те, которые настроены реально поднимать, у которых другой совершенно настрой в голове, им ничего не мешает, поверьте мне. Недоступная среда, да. Не то, что нет одежды, вопрос только мышления. Да. Сложности их, наоборот, вдохновляют, да, сложности заставляют их двигаться. Да. Да. Я хотел бы еще сказать мамочкам, которые вот в последнее время, когда я с ними общаюсь, говорят, а мы не знали, а мы вот и куда ходить, у меня вот ребенок ни разу никуда ни что-то не получал, ни путевки, ни билеты куда-то в цирк или в театр, да, или в кино. Действительно, я этим мамочкам хотел пожелать то, что в этот мир цифровых технологий обязательно вот после Нового года Минцифре мы, когда встреча с депутатами и ведомствами, дали такой, как говорится, просьбу, навет, чтобы они сделали информационный портал,
где каждая мамочка, которая имеет какие-то вопросы, могла позвонить, обратиться, оставить заявку и получила бы ответы на все вопросы. Да. Желательно коротко, да, Регина. Я считаю, что во всем мире пандемия коронавируса, да, у каждого из нас своя пандемия, на самом деле, в жизни происходит. И с того момента, как был выявлен диагноз. Поэтому я все-таки хочу, чтобы наше государство нас слушало, а мы при этом все бойцы, люди с активной гражданской позицией, да, с амбициями, инициативная, мы будем заявлять о своих правах, да, и хотим быть услышанными. Спасибо. Наталья Николаевна, коротко. Ищите, или как там говорят, стучитесь, да, добьетесь. То есть не сидеть в четырех стенах, не замыкаться, двигаться, толкаться, искать, звонить, находить. Сейчас есть интернет, сейчас много чего есть. Я бы хотела вот еще сказать взрослым инвалидам, не только детям, да, у нас вот в поликлинике организуются школы. Школы по сахарному диабету, специалистов приглашаем, но у нас отзывается очень мало. Да. Регина, и буквально короткая фраза. Что нам нужно в этой жизни? Быть сильными. Быть сильными. Быть сильными всем. Большое спасибо всем тем, кто пришел сегодня в студию. Низкий поклон всем мамам, которые сражаются, которые не боятся и которые идут вперед. Всего доброго. До свидания. Да, до свидания. Кичке 9 арты эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кич, хәзер булачак темалар турында. Коронавирус һәм сезонлы аурулар белән вазгыять нинди? Гел кешеләр белән сөйләшәбез, әйтәбез аларга вакцинация хәзерге вакытта бер генә юл. Белгечләр фикерен Илдар Сафиуллин тыңлап кайтты. Казанның иң уңышлы архитектура проектларын кемнәр төзей? 90-шы елларда төзелгән ул. Аны хәзер обновить внешний видын и укрепить фундаменты. Бүген дәрәҗәле Казаныш форумына нәтиҗәләр ясадылар. Җиңүчеләрне Руслан Судинов та котлап кайтты. Җиңү төсләре. Портрет ясап бирү. Ул бит карикатура түгел, настоящий портрет. Әле әзрәк яшәрәктә күренә. Казанда яшәүче яшь рәссам Екатерина Манькованың үзенчәлекле проекты турында тулырак Шулпан Касымова. 100 метр туқыманы Италия һәм Россия шәһәрләреннән махсус китертәләр. Матурланып, милли бизәкләр өстәлеп, калфаклар белән бик матур булыр дип уйлыйбыз инде. Тамашачыга ошар дип уйлыйбыз. Болгар радиосы милли премиясендә катнашучы артистлар тамашачыны нинди киемнәре белән таң калдырырга әзерләнә. Бу хакта Алия Хайретдинова. Татарстанда кертелгән чикләүләрнең нәтиҗәсе сизелә башлаган соңгы көннәрдә республикада коронавирус белән авыручылар саны кими, тик хәзер сезонлы авырулар, ОРВИ һәм грипп белән чирләүчеләр арта. Бу хакта бүген Роспотребнадзор белгечләре хәбәр итә. Алар гадәттәгечә узып баручы атнага нәтиҗә ясады. Табиблар исә ревакцинациягә килүчеләрнең аз булуына борчыла. Хәзер республикада нибары 80 мең кеше генә прививканы яңадан ясаткан. Яңа ел бәйрәмнәрендә балалар бакчаларына нинди кагыйдәләр кертелә? Кафе, рестораннарның эш графигы кайчан билгеле булачак? Булар хакында тулырак Илдар Сафиуллин. Впервые за последние 11 недель отметили некоторые снижения заболеваемости, снижение недельного темпа прироста на 5,5%. Соңгы тәүлектә Татарстанда коронавирус йоктыруның 236 яңа очрагы теркәлгән. Бу моннан бер атналық булган саннан кимрәк инде. Бүген 103 кеше хастаханәгә салынган, 133 өйдә дәвалана. Коллективлардагы иммунитет декабрь башында 67%-ка җиткән. Белгечләр фикеренчә, яңа чикләүләр уңай нәтиҗәсен биргән бируен, ләкин шүбесенә шүмәлә дигәндәй, хәзер коронавируска сезонлы